мне силы не хватало затянуть ее. Я ногами встала вот так вот. На плечах хрупкой 16-летней девушки легло то, что переживала и вся страна. Война. В 1942 году тогда еще Тамара Трифонова стояла на сборке бомбардировщика По-2. Легендарный биплан в те годы собирали в Казани. Металл холодный, резали. У меня начинали руки вздыхали. Мы не боялись, не хотели отдыхать. Хотели все, чтобы была война окончена. Самолеты, которые Тамара Николаевна и другая тыловая молодежь собирали на заводе имени Орджоникидзе, сразу отправляли на фронт, как одну из главных надежд советских войск в начале войны. Солдаты вермахта называли По-2 кофемолками за то, что не давали им покоя на фронтах. А Тамаре Николаевне и коллегам покоя не было в тылу. Приходилось сутками стоять у станка. Из-за того, что они были высокими, а нашей героине нет, она даже вставала сразу на 3 ящика с инструментами. Но продолжала. Мне еще даже по радио говорили, в городе все слышали, что я выполняю по 200 норм, да. Вот этот вот костюм, который я справляю День Победы, начиная с 55-го года почти. С той военной юности прошли почти 80 лет, но и сегодня для Тамары Николаевны нет ничего священнее победы. На ее костюме сияют медали годовщины Победы. С ними она всегда старалась выходить на парады. 60 лет прожили, с 52-го года. 50-го года познакомились, в 52-м году не поженились. Супруг, участник Курской дуги, Василий Андреевич, прошел всю войну, но до 75-й ее годовщины не дожил. Зато его портрет всегда на бессмертном полку. Всегда в руках Тамары Николаевны. Ведь кто, как не их семья, знает цену как боевым, так и трудовым подвигам, что уравняла война. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.